Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. Не дождались и 100 лет, как на просторах Ютуба появился блогер из Башкортостана, ориентированный лицом к башкирским этномиссионерам-ассимиляторам, ну и, понятное дело, соответственно, противоположной стороной к татарскому населению Башкортостана. Знакомьтесь, перед вами так себе певец, также неудавшийся журналист Ильяс Батыргариев. Свои видео о татарах Башкортостана он гордо называет «Батыр-шоу». Воу-воу-воу-воу, давайте полегче. Хотя какой он батыр? Инжир, трактир, чефир, буксир, шоу. Об Ильясе Батыргараеве известно, что ему где-то 25-26 лет. Работать на телевидении, то есть на БСТ, он стал с 2016 года. Недолго мучился он на башкирском телевидении. Видимо, его творческая душа еле-еле терпела все тяготы провинциального телевидения. И он тогда подался в Москву. Но какая именно медиаплощадка могла жаждущему славы 20-летнему пареньку дать трамплин и воткнуться в московскую медиатусовку? Выбор Ильяса пал на телекомпанию ТНВ. Вот такая ирония. Нынешний прислужник-блогер и шестерка башкирских этномиссионеров, оказывается, свои журналистские амбиции связывал с татарстанским СМИ. Работал он в московском отделении телекомпании ТНВ почти весь 2019 год. Почему я вам подробно рассказываю о профессиональном пути Ильяса Батыргараева? Да потому что он сам бережно эту информацию сообщает на различных сайтах, где люди обычно себе тамаду или ведущего праздников заказывают. Так что козырять тем, что он работал в Москве и получал московскую зарплату от ТНВ, это же для него знак качества. Так что не такой уж он и провинциал. Типа вот, резюме мое, смотрите, я поработал в самой Первопрестольной, на самом ТНВ, а не просто на каком-то БСТ. К слову, у Ильяса весьма специфическое для журналистов отношение к своей профессии. Вот, например, 23 сентября 2019 года наш Инжир-шоу хвастается, с какими высокопоставленными небожителями, видите ли, ему удалось поговорить. Тут и какой-то министр России, и муфти Равиль Гайнудин, и еще какие-то гости из Египта, Турции, Омана, и все они его впечатляют. Ну и в конце своей публикации он иронично подчеркнул, что журналистика – это вторая древнейшая профессия, делая тем самым жирный намек, что первая древнейшая профессия – это проституция, за которой и следуют журналисты. Немного отойдем в сторону от темы. Да, сегодня принято ругать журналистов за их продажность и подкупность. Ну, это как примерно чиновников ругают за взяточничество, банкиров за жадность, а профессиональных спортсменов в употреблении волшебных таблеток. Да, читатели и зрители могут критиковать журналистов. Не все журналисты хороши, признаем. Но вот чтобы сам журналист подверг свою профессию такому подозрению, чтобы поставил свою профессию на один уровень, ну или на одну ступень ниже с проституцией, это же уже о многом говорит о самом журналисте. И вот кривые метания по корпоративам да свадьбам привели тамаду недожурналиста Ильяса Батыргариева в логово башкирских этномиссионеров. Он у них на службе и отрабатывает эти скучные съезды башкирских родов, которые проводились только в северо-западных районах Башкортостана. Ну и делает приятное, конечно, своим языком этномиссионерским ушам. У него есть пара видеоматериалов, где он в пользу своих заказчиков всякие новости пересказывает. И вот, неделю назад на его трактир-шоу вышел материал, где он рассуждает, кому помешали стелы башкирских родов. Напомним, что публикация главой Башкортостана Радия Хабирова со стелами, где имена башкирских родов указаны, эта публикация вызвала волну возмущения у местных татар. А стелы установлены только в северо-западных районах республики. Конечно, татары молчать не стали, сразу же отправились в СМИ и в соцсети выражать свое возмущение. Но Ильяс, несмотря на свою фамилию, никаким батыром не оказался. Ведущий пузырь-шоу, видимо, испугался лично заявить татарам Башкортостана, чтобы они прекратили свои возмущения. А сделал он это трусливо, прикрывшись видеозаставкой бывшего президента Украины.
Почему, когда я захожу на отдельный СМИ Татарстана, хочется сказать Остановитесь! «трудно оставаться в стороне, когда моська лает, а слон молчит». Кстати, весьма любопытный набор СМИ. Татар-информ и Идер-Реали названы моськой. А слабо обозвать моськой своих бывших работодателей в лице ТНВ. Что, сортир-шоу получается не такой уж и храбрый Батыр? Ну ладно, просмотрев, как Ильяс на протяжении 6 минут пытается натянуть сову на глобус, доказывая, что стеллы ни в коем случае не унижают татар Башкортостана, он наехал на казанского историка Ильнура Миргалиева. В сети наткнулся на интересный скриншот с эфира телеканала ТНВ. Судя по картинке, там наш эксперт Миргалиев на полном серьезе обсуждает тему, что, оказывается, Башкортостан-то безнын жерлер, что в переводе означает «наши земли». Здесь, я думаю, комментарии излишни. В общем, увольняйте по-хорошему этого вашего тамаду недожурналиста. Он лишь нашел скриншот и сделал выводы на основе этого. А мы нашли и просмотрели само видео с Ильнуром Миргалиевым. Ильяс все передергивает и нагло манипулирует. Итак, о какой же передаче идет речь? Бүгін тарих фәннәре кандидаты Мирқасим Госманов исемендәге Алтын Орда тарихын өйрәнү үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев белән әңгәмә корабыз. Соңгы берничә елда күрше Башкортстанда кайбер галимнәр тарафыннан шундый фикер тарала. Имеш, Башкортстанның көнбатышында гына түгел, хәтта Татарстанның көнчыгышында, республикабызның көньяк көнчыгыш якларында элек-электән татарлар түгел, башкортлар яшәгән. Һәм имеш, хәзер Агый илнең һәр ике ягында яшәүче милләт татар түгел, башкорт халкының нәсел дәвамчылары. Алар төрледән-төрле дәлилләр китерә. Татарстанның фәнни җәмәгатьчелеге бу фикергә ничек карый һәм аларны ничек кабул итә? Иң мөһиме, аларга ни рәвешле җавап бирергә мөмкин, Илнур әфәнде? Обратите внимание, что этому видео больше 6 лет. Оно вышло в 2015 году. Но согласитесь, что слова ведущих звучат ровно так, как сегодня перед переписью приходится отбиваться татарским журналистам, историкам и общественникам. А ведь в том далеком 2015 году никакой переписи не было. А что насчет слов Ильнура Миргалиева, которые процитировал Ильяс Батыргариев? Начнем с того, что Ильнур Миргалиев уроженец Кушнаренковского района Башкортостана и татарин. А что, татары Башкортостана не имеют права называть те места, где родились, безнын жир, то есть моя земля? Вы что, там в Башкортостане из своих местных татар совсем что ли каких-то индейцев делаете, загнанных в резервации? Это что еще за оскорбление татар Башкортостана, которые такие же равноправные жители республики? Да, Ильнур Миргалиев имеет полное право называть северо-запад Башкортостана, свой родной район, безнын жир. Как, впрочем, и журналист-неудачник Ильяс Батыргариев, работая на ТНВ в Москве, может также называть Башкортостан как безнын жир. Татары Уфы в лице дискуссионного клуба имени Марьям Султановой продолжают радовать интересными лекциями и вкусными лекторами. На этот раз в гости к ним заглянул уфимский историк Игорь Кучумов. Он один из немногих историков Уфы, которые, можно сказать, занимаются подвижничеством на энтузиазме. Он изучает то, как изучали и продолжают изучать Башкирию и народы Волга-Уралья западноевропейские историки и исследователи. И вот он уфимским татарам поведал, какого раньше мнения были о них, как, впрочем, и о башкирах, иностранные исследователи. Кучумов рассказал о книге французского путешественника и журналиста Поля Лаббе. Француз приехал в Россию в 1898 году, заехал в Башкирию, чтобы изучить самых настоящих башкир. На самом деле Поль Лаббе оставил в своей книге описание не только башкир, но и казанских татар. Да, во время своего путешествия по России он заглянул и в Казань. И вот какие он оставил описания татар конца XIX века, точнее, каких женщин татары больше всего предпочитали. Татарские женщины, говорит, преимущественно толстые, вот он так описывает. Но, говорит, татары толстых женщин любят. И, значит, у них глаза живые, с хитринкой, а ресницы и брови накрашены. Зубы они чернят, а руки красят хной. Конец XIX века, Казань. Женщины занимаются домашним хозяйством и рукоделием. Они постоянно пьют чай, едят жирную пищу и сладости, от чего сильно толстеют и потому стесняются выходить на улицу. Но татары, как, впрочем, и русские купцы, любят упитанных женщин.
И вот он, у человека, значит, которого он остановился, вот татарин, он говорит, да, говорит, моя жена толстая, но вы знаете, когда очень любишь женщину, чем ее больше, тем лучше. Это так вот татарин объяснил Тлабе. А что там по башкирам? Он описывает очень интересные приключения у башкир, значит, когда этих... И, кстати, вот у него интересные есть моменты, которые... Он, например, пишет о том, что у башкир, значит, все муллы, это, говорит, татары, но я, говорит, подозреваю, что там, значит, у них часть из них все же башкиры. Но он пишет, что у башкир, говорит, если вот они чуть-чуть только уже получили какое-то образование, они сразу говорят, что они уже не башкиры, а татары. Ну, татары, они в данном случае не национальность имели в виду, а татары у них было как социальный статус, как дворянин. Да, да. И он приводит пример. Оказывается, говорит, то же самое и у казахов. Казахи, говорит, только, говорит, получат какое-то образование, они уже не стесняются называть казах, они, говорит, сарты. Вот, сарты. То есть это считалось тоже такой какой-то дворянская такая прослойка, что вот это статус, то есть это с национальностью здесь не было связано. И вот он говорит, поэтому, говорит, среди татарских мул, говорит, часть, говорит, какая-то, говорит, башкир, говорит. В своей книге Поль Лабе рассказывает, что долго засиживался у костров, которые разжигали башкиры у своих юрт. Башкиры ему рассказывали свои сказки. Француз их аккуратно и бережно записывал. Поль Лабе очень сильно подружился с башкирами. Они его не хотели отпускать из своей деревни. Предлагали ему девушку, чтобы он женился на ней и остался с ними. Поль Лабе впервые накормил лимоном башкирок. Их реакцию он тоже записал у себя в книге. Он их впервые, значит, накормил лимоном. Вот. И этот самый, он нарезал ломтики чая, в чай положил лимон. Чай выпил, а лимон оставил. Ну, как обычно. Вот. А башкиры увидели этот лимон. И это никогда лимон не видели. Они, значит, у него взяли из чашки. Один лизнул, понравилось, другому передал. Тот тоже лизнул, тоже понравилось. Так вот вся деревня полизала этот лимон. Он говорит, спасибо. Говорит, в общем, у них он стал очень большим другом. Он записывал их, фольклор, значит, слушал их музыку. И, в общем, этих самых, вот эти сказки все. Вот он говорит, я, говорит, все записал, говорит, сказки и все прочее. В общем, такие очень большие друзья, они разъехались. Это было так вот ситуация с Лабе. Под конец лекции уфимским татарам Игорь Кучумов посетовал, что разного рода сочинения западных исследователей о Башкирии и о башкирах почему-то не востребованы местным научным сообществом и издательствами. Видите ли, в Уфе не хотят публиковать, печатать какие-либо тексты, да пусть хоть они написаны настоящими учеными, если там о башкирах что-то нехорошее или обидное написано. Зато в Казани такое публикуют без проблем, кто бы что и как бы ни писал о татарах. Ну, я вот еще добавлю к этому, к вашему вопросу по поводу казанской, почему, в каком состоянии наша наука в Башкирии и казанская. Вот, значит, обо всех этих авторах я предложил в башкирской энциклопедии в свое время статьи, биографические статьи, краткое, каждому авторе, что он написал, какой его вклад для изучения Башкирии. Вот меня, значит, спросили, говорит, мы сперва должны, говорит, выяснить, а не писали ли они что-то плохо о башкирах. Вот если не писали, мы, может, еще и включим. В Татарии, в татарскую энциклопедию совершенно по-другому пошли. Они включили всех. И кто плохо о татарах ругал там татар, и кто хорошо хвалил их. В общем, вот всех включили. Энциклопедия же, она и должна быть такой. А у нас вот такая, то есть у нас вот, видите... Как ломоносовский подход. Да, ломоносовский подход у нас. Вот. Естественно, что такие вещи, они, конечно, пользы науке не приносят, пользы нашему познанию, объективному познанию прошлого тоже не приносят. Вот. И таким образом, вот это. Ну и потом что-то вот это вот неправильно, вот как это так, это все деревни лимон лизали, это неправильно, говорит, мы, говорит, это вообще оскорбление народа, мы, говорит, такие вещи издавать не можем в Уфе. Ну вот пример. Ну вот такие вот. Вот такого чисто. Да. Вот такие чисто вот такие субъективные вещи. Но республика просто теряет. Кто хочет ознакомиться полностью с лекцией Игоря Кучумова, ссылка в описании под видео. Один из идеологов современного Башкортостана и председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов дал интервью газете «Бизнес онлайн». Он широко высказался по нашей татаро-башкирской дискуссии. Давайте разберем его мысли, которые он высказывает в адрес татар Башкортостана и башкир. Итак, первый тезис. Ростислав Мурзагулов не приемлет этногенетику.
которым любят сегодня масштабно промышлять башкирские этномиссионеры. Цитата Мурзагулова. «Меня всегда раздражает это «сколько в тебе процентов такой-то крови?» Нет, в крови никаких процентов. Там есть тельца кровяные, не более того». Второй тезис. Определение национальности состоит из двух частей – самосознание, самоопределение и вторая часть. От географии места рождения. Чего-чего? Вот его цитата. Грубо говоря, там, где человек проживает, там он себя и соотносит с той или иной группой других людей по тем или иным признакам. Это на самом деле какой-то намек, что раз татары родились в Башкирии, то они в первую очередь башкиры и лишь во вторую очередь татары. Сетевой аналитик Ирик Гениатов подсказывает, что Ростислав Мурзагулов на самом деле этим своим тезисом не оригинален, что называть башкиром не по этничности, а по месту рождения призывал еще башкирский философ Азамат Юлдашбаев. Там мысль у Юлдашбаева такая была. Допустим, у человека одна половина предков татары, другая половина башкиры. Но так получилось, что конкретно сейчас этот человек себя считает татарином, но рожденным в Башкирии. Тогда при переписи Башкирии этот татарин должен записаться как башкир. Почему? А потому что он должен ратовать за успех сразу двух республик – Татарстана и Башкортостана. Но свою этническую идентичность он должен отдать в копилку именно Башкирии. Но-но. Третий тезис. В Татарстане нет никакого преследования татарских националистов. Журналист бизнес-онлайна Мурзагулова вежливо поправляет. А как же суд над Всетатарским общественным центром в ТОЦ в Казани? Мурзагулов отвечает, что власти Татарстана не так страстно преследуют нехороших экстремистов-националистов, как, например, в Башкортостане. Ростислав Равкатович, вы серьезно предлагаете мериться, чья палка-нагоняйка для националистов длиннее, да? Четвертый тезис. Для Хабирова перепись населения в 2021 году не является краеугольным камнем. Как любопытно. А вот президент России Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Минниханов уже высказались за объективность проведения всероссийской переписи. А Ради Фаритович когда выскажется? Пятый тезис. По татаро-башкирской дискуссии больше всего тему раскручивают, раскачивают. Хотя мы знаем, что Мурзагулов имел в виду именно разжигает сторона Татарстана. А сторона Башкортостана тут как бы не при делах. Это в Татарстане запрещают проводить концерты и всякие массовые культурные мероприятия артистов и певцов из Башкортостана. Это Татарстан называет хоккейных фанатов экстремистами. Это Татарстан пытается выделить из состава башкир какие-то этнографические отдельные группы. Шестой тезис. Мурзагулову не нравится в башкирском литературном языке грубое произношение башкирских согласных звуков. Но на вопрос, можно ли все-таки 1 миллиону татар в Башкортостане как-то побольше изучать свой родной татарский язык, чем есть сейчас, Мурзагулов дает самый провокационный и разжигающий ответ. Его цитата. Что касается вопроса о том, надо ли в Башкортостане больше изучать татарский язык, нет, не надо. В Башкортостане изучают в достаточном объеме башкирский и русский, 2 государственных языка. В Татарстане, думаю, достаточно сильно поставлено изучение татарского языка. Увы, татары Башкортостана, но вам опять высокопоставленный чиновник вашей родной республики указывает, что если вы хотите самореализоваться с помощью своего родного татарского языка, то езжайте-ка вы в Татарстан. Там, то есть у нас, тут, в Татарстане, видите ли, все с татарским языком прекрасно. Возмутительный, конечно, тезис у Мурзагулова. Как вы только с ним в одной республике уживаетесь?